Xayrli kech barchangizga da. Biz boshlaymiz. Saat tugal jiydi. Biz boshlaymiz. Aydagiz, bitinigiz bizni qarorga kelgiz. Aydagiz 1-2-5 minut kutib olam, ham boshlaymiz. Bugun bizning endi 4-uchrashuvimiz sizning bilan. Vaqt tez o'za. Tag'in bizning 2 dars qoldi bu boshlang'ich bilim beruv kurslarida. Так. 8 kishi qariymiz, biznaymi? Isanmisiz, Danyar? Danyar da kirgan bugun. Endi kutib qolam qolganlarni. Давайте подтягивайте, жду еще 2-3 минутки, и мы начинаем. Это уже наше сегодня с вами 4-е занятие. Всего у нас 6 занятий в базовом курсе. Дальше идет у нас уже продолжающий курс. Об этом вам уже Дина сообщила. Сәлем, Дамира. Там 1-2 минут, һәм без башлыйбыз. Хәлләрегез ничек? У нас сегодня немножечко неполадочки были, то, что в группу вовремя не отослали, рассылку не сделали вовремя, поэтому, наверное, немножечко попозже многие будут заходить. Но ничего страшного, это все временные явления. Исәнмесез, Рамил? Biz әкренләп күбәябез. Потихонечку мы собираемся. Нас становится больше. Эльвира, хәерле кеч. Ярар, әйдәгез вакытны сузмыйк. Башлап җибәрик. Так. Сразу сорап куйыйм әле, пожалуйста, мине барыгыз да ишетәме һәм барыгыз да күрәме? Языгыз әле, пожалуйста, чатта. Яхшы ишетсәгез плюсик, ишетмәсәгез минус. Һәм нинди телисезгез смайл куегыз. Мине ишетәсезме, мине күрәсезме? Искиткич. Значит, все хорошо со связью. Отлично. Тогда мы начинаем. Сегодняшнее занятие я хочу начать. Пожалуйста, Зинхарышин. Зинхарышин. Зинхарышин дип әйтәләр, Айгөл. Мин аны кулланмадым, чөнки күбегез бит монда татарча бик яхшы белми, шуңа күрә бу сүзне белмәскә мөмкинсез. Бүгенге дәресне мин шундый кызык такмак белән башлап җибәрәсем килә. Шапшак сарыклар. 2 сарык юлга чыккан, кулларында чемодан. Иреннәрен буяганнар, ә битләре юмаган. Сейчас перевод. Что такое? Так. Показать экран. Извините. Ну что ты будешь делать? Вот. Все отлично. Небольшая техническая неполадка была. Извините, гафу итегез. Так, 2 сарык юлга чыккан, кулларында чемодан, иреннәрен буяганнар, ә битләре юмаган. Тәрҗемә, перевод. Две овечки вышли в дорогу, в руках у них чемодан. Губы накрасили, а лица не помыли. То есть шапшал это значит грязнулька. То есть вот так вот. Не просто грязный, а именно шапшак грязнулька. То есть неопрятные, значит. Неопрятные овечки.
Вот такая небольшая шуточная частушечка. Хорошо, давайте начнем. Начнем мы, конечно же, как всегда, традиционно с повторения. Кабатлаудан башлап китәбез. Без сезнең белән хәзер у белән ü авазларын кабатлап китәчәкбез. Әйтегез әле миңа, карагыз. 10 сүзнең тәрҗемәсен языгыз. Миңа, зинһар өчен. 10 сүз. Как переводится слово 10 сүз? Точнее, словосочетание 10 сүз. Напишите, пожалуйста. 10 сүз. Давайте поактивнее, пожалуйста. Включаемся в работу. Включаемся в активную работу. 10 слов. Любовь Панкова, спасибо большое. Эльвира, молодец. Дұрыс яздыңыз. Любовь та дұрыс язды. Эльвира та дұрыс язды. Айгель дұрыс язды. Искиткіч. Молодцы, кызлар. Әйе, красивая рубашка. Или красивое платье, может быть, да ведь? Да нет ничего страшного, всегда можно научиться. Зуркюль. Да, Кент клевый. Правильно написал, красивая рубашка. Красивая рубашка и красивое платье, еще раз повторю. Да, отлично. То есть в зависимости от ситуации. Большое озеро, все верно. Зуркюль. Сулбульмя. Как будет сулбульмя? Мәсәлән, сол бүлмәгә кірегіз. Солдағы бүлмәгә кірегіз. Как вы понимаете это словосочетание? Аның тәржімәсі ничек була сол бүлмәне? Левая комната, все верно. Так, дұрыс, молодцы. Ул түгел. Как вы понимаете словосочетание ул түгел? Сол бүлмә это не то, что слева Айгуль, а вот именно левая комната. А если было бы просто сулдан, то есть от лево, слева получается. Слушай, есть так дословно. Понятно, да, Игорь? Именно левая комната. Не он или не она, да ведь? Ага. Ултугаль, әйе. То есть не он или не она. Бубулек. Как будет бубулек? Бубулек. Да, Батырхан, все правильно. Бубулек. Это подарок. Все верно, здорово. Все справились, все поняли, да? Отлично. Так, давайте еще раз повторим. Теперь уже переходим АЭ. Алтын бала. Вот для каждой матери ее кто-то алтын. Һәр ана өчен аның баласы алтын. Как будет вот это словосочетание алтын бала на русском? Как вы понимаете это? Алтын бала. Золотой ребенок. Обратите внимание, как я произношу это словосочетание. Алтын бала. Я вам это уже рассказывала на первых уроках, то, что буковка А у нас немножко говорится как немножко, на О. Олаштырып әйтәбез. Золотой ребенок. Алар, апалар. Это они тети. Или вот это тети там стоит. Алар, апалар. Да, все верно. Хорошо. Анда урамнар бар. Как переведем? Анда урамнар бар. Да, алтын бала это золотой ребенок. Алар, апалар это тети. Да? Или они тети. То есть это, можно двух значений понимать. То есть указывают, да, ведь? То, что они тети. Да, или сестры, правильно. Анда урамнар бар. Там есть улица, все верно. Отлично. Так. Ага. Хорошо. Нет. Там горы большие, нет такого. Это не горы. Валера Мифтахуддигов. Там горы большие, булмы. Вот именно смотрите. Анда – это там. Урамнар – урам – это улица. То есть урамнар – это улицы. Есть – это бар. Понятно, да? Там улицы. Там есть улицы.
Так, әйбәт мәктәп, хорошая школа. Все верно. Нәрсә кирәк? Вот такое вопросительное. Нәрсә кирәк? Например, зашли вы в магазин и вас спрашивают, там, нәрсә кирәк? Сезгә нәрсә кирәк? Как вот. Исәмез, Наталка. Әйдәгез, нәрсә кирәк? Менә сезгә шундый сорау бирделәр. Что нужно? Да, все. Или надо. Әйе. Что надо, что вам нужно, что вам надо, да? Шоколаду, например. Нәрсә кирәк? Все верно. Отлично. Матур күлмәк. Так. Да, красивое платье, либо рубашка. Все верно. Отлично. Супер. Искиткәч. Сез молодцы. Афәрин. Так. Это стан тәрҗемә. То есть еще доза перевода. Я хочу посмотреть, удостовериться, все ли вы поняли от прошлых уроков. Биредә кешеләр күп. Тут уже посложнее, видите, тут уже идут предложения, җөмләләр. Биредә кешеләр күп. Биредә, это как будет, ребята, вспомните, пожалуйста. Биредә кешеләр күп. Да, здесь много людей. Да, непосредственно здесь. Да, отлично. Биредә кешеләр күп. Здесь, именно здесь, это значит биредә. В данный момент вот здесь, значит, здесь. Биредә. То есть, например, даже еще это вот, ну, слово можно, например, спросить. Допустим, Дамира сейчас здесь. Ну, Дамира мандама, әйе биредә. То есть, да, она здесь, допустим. То есть в данный момент в этой комнате она находится. В этом случае тоже можно употребить. Понятно, да? Здесь много людей. Именно здесь, то есть в этом месте. Эти бик темле ипи ал. Как переведем? Эти бик темле ипи ал. Видите, тут эти это обращение. Поэтому, как и в русском языке, он выделяется запятой. То есть это эндеш сюстиватала. Отец, возьми очень вкусный хлеб. Угу. Да, то есть папа идет в магазин, и мы ему даем наставление, да? Папа, купи самый вкусный хлеб, да? Угу. Хорошо. Отлично. Они темли olma bir. Как вот это? Угу. Они темли olma bir. Так, мы не забываем, да, то, что при произношении слова эти, то мы говорим немножко так грубовато, да? Не этив, ни в коем случае не этикаем, ладно? Так, мама, вкусное яблоко дай. Ага, мама, дай вкусное яблоко. Отлично. Ага. Апа, тизбар. Тут уже, видите, повелительная форма глагола. Фигельный. Так, тизбар. Угу. Тетя или сестра, иди быстрее, да. Да, отлично. Так, bu timir big zur. Ничек тәрҗемә итәбез монысын? Bu timir big zur. Так, ага, bu timir big zur. Как переведем? Про тетю мы поняли, все правильно сделали. Этот камень очень большой. Да, отлично. Угу. Да, Батырхан, все верно. Это железо очень большое. Угу. Ярар, молодцы. Биредә матур кызлар да, матур малайлар да күп. Это уж такое длинное предложение. Озынрак җөмлә. Әйдәгез, шуны тәрҗемә итеп карыйк әле. Биредә, тагын биредә дигән сүз безгә төшерәдәме? Опять у нас появилось слово биредә. Вот в данном случае это значит, вот смотрите, представьте, что вы говорите, что в данном здании или на данном мероприятии очень много чего. Давайте сами. Биредә матур кызлар да, матур малайлар да. Здесь красивые девочки
Ну, почти. То есть получается, здесь очень много красивых девочек и красивых, как и красивых девочек, так и красивых мальчиков. Вот эта частица «да», это значит тоже. Мгм. То есть вот если вот так вот правильно перевести, так литературно получается. Бириде матур кызлар, матур малайлар да көп. То есть здесь также много красивых девушек, красивые юноши. Вот прям в точку попали. Отлично. Дамира молодец, бишлесен бүгін. Әйе, искикеш. Мгм. Айда сыңлысын, последнее. Или как сейчас любят говорить модно, крайнее предложение. Я не люблю, когда так говорят. Бу бит матур, бик матур бит. Бу бит бик матур. Масло масляно получилось. Давайте попробуйте перевести. Бу бит матур бит. Бу бит бик матур. Здесь немножко можно запутаться. Но я уверена на 100%, то, что вы не запутаетесь. Ага. Да, да, уловили, Эльвира, молодец. Да, но, ребят, смотрите, бик можно как сказать лицо. Да, это многозначное слово. А можно сказать еще, э, это же красиво, это очень красиво. Это уже значит, тоже можно в двух значениях. То есть бубит матур, это же красиво, это же очень красиво, это же очень-очень красиво. Да, да. То есть смотрите, можно как вот это слово бит, это как лицо, то есть человеческое лицо, ну, получается, внешность, да, лицо, очертания, например, да, или, например, обозначает бит это тоже. Это же там получается, это же красиво. То есть вот это сочетание как же. Мгм. Понятно, да? Anladınız mı? То есть и как лицо, и как вот это же красиво, то есть восхищение такое, понимаете? То есть вот это слово "бит", обозначает 2 понятия. То есть это многозначное слово. İki мәгънәле сүз. Аңладыгызмы? Аңласагыз, миңа значоклар языгыз. Мгм. Yes, алга таба киттек. Да что ты? Что ты делаешь? Не знаю, почему он вылетает у меня сегодня. Извините, пожалуйста, что-то у меня какие-то неполадки. Да что ты? Сейчас, секундочку. Ладно, ребят. Я не знаю, что происходит, но он почему-то вылетает. Сейчас попробую еще раз открыть. Так, спокойствие, только спокойствие. Мы сохраняем спокойствие. Так, отлично. Это мы прошли. Так, вот. Да, давайте самопроверка. Биредә кешеләр күп, тут много людей. Әти бик тәмле ипи ал. Папа, возьми очень вкусный хлеб. Әни тәмле алма бир. Мама, дай вкусное яблоко. Апа, тиз бар. Тетя, иди быстро. Будь мир биг зур. Это железо большое. Биредә матур кызлар да, матур малайлар да күп. Тут и красивых девочек, и красивых мальчиков много. Ну или также можно. Да, вижу, плюсики поставили, молодцы. Так, бубит матур, биг матур бит, бубит биг матур бит. Это лицо очень красивое лицо. Это лицо очень-очень красивое. И также можно перевести как частицу ведь, существительной страницы или также щека. Тогда смысл предложения изменится. Это о том, о чем я вам уже говорила. Вот. Так. Теперь смотрите.
Формирование отрицательной формы при помощи частицы тугель. Мы уже частично проходили это на прошлом уроке, затрагивали это, а сегодня я вам поподробнее об этом расскажу. Тугель кисякчасы ярдәмендә юклык формасын ясау. Частицу тугель ставят для образования отрицаний после всех слов, кроме глаголов. Мисал. Пример используем существительным. Например, май тугель. Например, бу май тугель. То есть это не масло. Не путай, например, да? Май тугель. Вот. Пример используем с прилагательным. Сары тугель. Не желтый. То есть, например, это платье не желтое, допустим. Бу кульмяк сары тугель. Понятно, да? Пример используем с местоимением. Ул тугель. Не она, не оно, не он. То есть это, например, это не она. Бул тугель. Симбутаден. То есть, например, ты ошибся, это не она. Бул тугель. Аңладыңыз, да? Так, мюмкин тугель. Нельзя. Дословно, не можно, грубо говоря, уж там. Бубить мюмкин тугель. Это же невозможно. Это же нельзя. Понятно, да? Пример используем с числительными. Егерме тугель. То есть мне 20. Mesela, да, миңа егерме яш тугель. То есть мне не 20 лет. Да, как грустно. Это понятно? Ребят, напишите, пожалуйста, все ли вам понятно с отрицательной частицей тугель. Аңлашылды ма или түгелме? Напишите, пожалуйста, әйеме, юк ма? Жеңіл болды ма, жеңіл түгелме? Легко было или нелегко? Хорошо, отлично. Дальше поехали. Да, понятно, отлично. Так, напишите, пожалуйста, точнее, напишите уж в лайне. Тәржімәйтегіз, переведите. Это не работа, вот сейчас мы попробуем на практике это применить, правило с тугель. Угу. Это не работа, мәсәлән. Вот именно отрицательную частицу тугель применяем на практике. Бу эш тугель, это не работа, это каторга, да, например? Бу эш тугель. Ага, хорошо. Это не дело. Просто не дело. Тут немножечко такая ловушечка есть. Не дело. Но это уж совсем не дело. Угу. Эштугель, да, все верно. Конечно же, работа и дело переводятся одинаково. Эксиде эш. Молодец. Так. Угу. Не сегодня. Как сказать, вот, например, какой-нибудь кавалер вам подбивается, да, встретимся, и вы такие, не сегодня. Как сказать? Бүгін түгел. Дежес, молодцы. Так, некрасивый. Матур тугель. Да, можем, конечно, сказать синоним этому слову, антоним к этому слову, да, вот некрасивый. Например, красивый – это матур, антоним к нему будет емсез. Но иногда и матур тугель говорят, то есть он некрасивый. Понятно, да? Или, например, поступок некрасивый. Угу. Матур тугель. Хорошо, да, бүгін тугелькен. Клевый правильно писал. Рамиль Нажмединов. Угу. Юмыш тугель. Юмыш это не совсем эшмы. Тут именно работа. Юмыш это как просьба. Миңа сиңа юмышым бар иде деп әйтәләр. Это не совсем то, понимаете? Так, хорошо. Не 30. Не 30. 30 тугель. Эльвира правильно писала. Ага. Батырхан, Гульнара. Батырхан, молодцы. Так, не они. Как будет не алар тугель? Арслан, молодец. Арслан. Ага, все правильно писал. Эльвира. Так, не 10 мальчиков.
Вы ошибаетесь, там было не 10 мальчиков, например. Мгм. Он малай түгел. Әйе. Сіз ялгышасыз, анда он малай түгел, например, да? Нехороший. Мгм. Эльвира малай только, ладно? Бала это ребенок. Мгм. Да. Нехороший. Как будет я? О, я подсказка уже. Яхшы түгел, все верно. Яхшы түгел, то есть так нехорошо, например, да? Или, например, нехороший, нехорошо. В принципе, будет так же. Яхшы түгел. Ну, то есть без всяких окончаний будет яхшы түгел. И так, в зависимости от ситуации. Алтын түгел. Это подделка, это не золото, например, да? Ага. Алтын түгел, все верно. Это лицо. Это лицо. Как будет? Это лицо. Это лицо. Как будет это лицо? Бубит. Эйе. Все. Здорово. Мгм. Какой мальчик? Вопрос такой. Какой мальчик? Какой мальчик тебе понравился? Ае. М, Ну, тут можно в двух смыслах понять, да, какой мальчик. То есть он какой? Как он из себя выглядит? Или какой именно вот указательный получается, да? Или нинди малай, или кайсы малай. Понятно, да? То есть можно вопрос задать нинди, это вы будете спрашивать нинди малай, то есть именно описание его получается, да? А кайсы это вы указываете, какой из них? Кайсысы, например, да? Мгм. И какая девочка также будет? Кайсы кыз или нинди кыз? Да, все верно. Гульнара правильно писала. Остальные тоже правильно писали, просто в двух смыслах можно понять. Так, немного күп түгел. Да, только кен в конце, мягкий знак мы не пишем, хорошо? Просто тугель. Он и так уже за счет того, что L приходит с буковкой Е, а Е у нас она мягкая гласная. Поэтому, а, да, мы это еще не изучали, мы просто дополнительную информацию даем. Күп түгел, Е. Да, вернусь к тому, что мягкий знак мы не ставим в конце, потому что Е у нас она мягкая гласная. И за счет того, что L приходит с Е, она умягчается и слышится как мягкий знак, но он не пишется. В татарских словах во многих не пишется в конце, вот после «л», ну, не пишется в конце мягкий знак. Угу. Ну, это я просто к сведению, ни в коем случае не обижайтесь. Так, дальше. Why? Что ты? Угу. Проверяем. Бу эш түгел, бугем түгел, матур түгел, отыз түгел, алар түгел, он малай түгел, яхшы түгел, алтын түгел, бу бит нинди малай, нинди кыз күп түгел. Все верно. Здорово. Все справились. Молодцы. Так, хәзер без сезнең белән приступим к части речи под названием наречие, рәвеш. В татарском языке большинство прилагательных не отличаются по форме от наречий, которым они соответствуют. В принципе, только отличие в чем, я сейчас вам расскажу. То есть, смотрите, матур красивый, красивая, красивые, да, или просто красивый. Видите, в русском языке мы это вот эти 4 словами можем, да, сказать. То есть красивые, красивые, красивые или просто красиво, да. Если это прилагательно, то есть это окончание будет «ы», «а», «я», «о», «е», да. А в татарском языке это все одним словом «мотор». Дальше. Тямли вкусный, да, может быть вкусный. Он, например, он вкусный суп, да. Или, например, вкусная
запеканка, например, вкусное мороженое. Например, это было очень вкусно, да? А вот в татарском языке, опять-таки, это темле. Например, темле аш, темле, темле сюз, например, вкусное слово, да, приятное слово. Или, например, темли пешере, да, то есть вкусно готовить. Как готовить, да? Экрен медленный, медленное или медленно, ехать медленно, например, да. В татарском языке это все одним словом экрен. И вот как раз-таки пример с прилагательным, да. Матура апа, красивая тетя, красивая сестра, да. Или, например, матурутер, сиди красиво. Вот. Темле алма, вкусное яблоко. Темле пешере, вкусно готовят. То есть темле алма, вкусное яблоко. То есть какое яблоко, это прилагательное будет, да? Вкусно готовят. Готовят как? Вкусно. Это уже будет наречие. Экрен кеше, то есть медленный человек, да? Какой человек? Медленный. Идет медленно. Экрен бара, то есть идет как? Медленно. Видите? То есть здесь все, никаких окончаний не добавляется. Это, конечно же, связано с тем, что у нас нет категории рода. Потом у нас, в принципе, прилагательно-то никогда окончание не добавляется. Вот. И если даже, например, если вы, допустим, хотите сказать, ну, сидите красиво, то есть, ну, много людей, ну, большому количеству людей хотите сказать, да, ну-ка сидите красиво, да, то в татарском языке вы просто добавляете к глаголу окончания, то есть матур утырыгыз. Понятно, да? Или, например, они вкусно готовят. Алар темле пешерелер. Понятно, да? То есть темле у вас не изменяется. Или, например, они идут медленно. Алар экрен баралар. Понятно, да? То есть оно не изменяется. Или, например, вернемся к прилагательным. Да? Матур апалар. Красивые тети, да? Или, например, темле алмалар. Вкусные яблоки. Экрен кашелер. Медлительные люди, например, да? Опять-таки вот здесь никакое окончание не добавляется. Это понятно? Bu anlaşıldı mı sizde? Әлі аңлатқан тема сізге аңлашылды ма? Миңа yazığız зинһар үшін аңлашылды ма сізге, аңлашылмады ма? Әлі мен бик тиз сөйлеймме? Yazığız, еме? Өзіңіздің ойлануларыңызны, өзіңіздің хис-тойғыларыңызны yazığыз. То есть ваши впечатления, ваши мысли напишите, пожалуйста. Может, я слишком быстро говорю, может, вы не успеваете за ходом, за потоком информации, который выходит из моих уст. Ага, ярар. Яхшы, искиткеч. Так, алға таба барамыз. Так, еще одна часть речи, еще одна часть речи. Это числительное. Сон. То есть это какое-то японское слово, да, как будто бы сон. Числительные. Соннар. Яки сан бетинде. Часть речи, которая обозначает количество предметов и порядковый номер при счете. Отвечает на вопросы ниче, сколько, ничанче, который по счету, купме, сколько, много ли, ниче, сколько. Напоминаем, существительное после числительных употребляется в единственном числе. Вспоминаем урок номер 2. На их множественное число указывают именно числительное. Это так, например, дурталма, например, да, 4 яблока, или, например, 4 девочки, дуртказ. Ну, это мы помним, да. У нас бывают разряды числительные, у нас бывают числительные двузначные, трехзначные и так далее. Это вот единицы, десятки, высшие разряды. Это единицы, это беремлеклер, десятки, дистелер, югары разрядлар, это высшие разряды, это которые уже больше 2 чисел в себе содержат. Понятно, да? Так, ну мне кажется, ну я на 100% уверена, все хотя бы до 10 умеете считать. Ума кадар саны белесіз деп ойлаймын. Так, берлеклер это единицы, это все циферки до, в принципе, до 10.
Это вот бер, ике, эч. Парной гласной буквы О используют только в первом слоге. Эч, эч. Дурт, биш, алты, жиде. Произносит как ж. Помните, да, мы это проходили. Сигес, тугас, он является первым десятком. В этом слайде приведем для наглядности, конечно же. Понятно, да? Ребят, счет, в принципе, ничего там сложного нет, и вам просто нужно запомнить цифры от 1 до 10 и как называются десятки, то есть по отдельности. И просто вы соединяете их, и у вас получаются циферки. Например, вот десятки как раз от тех, которых я говорила уже, это, например, 10 это ун, потом 20 это егерме, 30 это утос, 40 крык, 50 илле, 60 это 60, 70 житмеш, 80 это 80, 90 туксан, а 100 это 100. Вот. И уже просто вы как раз-таки составные числительные, они числительные от 11 до 19 образуются путем объединения основ числительных. Без их изменений пишутся слитно. То есть от 11 до 19 циферки пишутся слитно, а после уже там от 20, ну там от 20 до и так далее, они уже пишутся раздельно. То есть вот, например, это образуется очень просто. Берется, вот вы хотите вы сказать 11. Тут даже намного проще, логичнее в татарском языке, нежели в русском языке. Например, слово 11, видите, оно, ну, 1 и 10, как будто, ну, соединено, они получилось слово 11, да? А в татарском языке все логично. То есть берется ун, это 10, бер это 1. То есть ун, бер, вот тебе и 11. Ун, бер. 12, например, да, берется опять-таки ун, 10, да, добавляется к нему ике, и получается он ике. Все, логика. Высший класс просто. И он эч 13. Понятно, да? Все остальные составные числительные также образуются путем объединения их основ, но пишутся уже раздельно. Например, 21. То есть, опять-таки, как, ну, как в русском языке уже тут. Егерме, бер. То есть, егерме плюс бер. Понятно, да? Например, 33. Утас эч 30. Утас эч это 3. 33. Также, например, 48. Крык сигес. Anlaşıldı? В данном случае числительное от 20 и выше приводится только для ознакомления. Напишите, пожалуйста, все ли были знакомы до этого всеми там циферками с татарским счетом? Бельгенцы? Да, как в немецком, все верно, Денис. Да. Логично же это, на самом деле, ничего сложного нет. То есть все идет как бы один за другим. Понятно, да? Вот, чтение числительных от 11 до 19. То есть получается унбер, унике, унеч, ундурт, унбиш, уналты, унжиде, унсигес, унтоғыз. Если вы обратили внимание, да, то в многих словах, например, унжиде, например, да, видите, я вам же говорила то, что закон сингармонизма, да, то есть смешались тут и твердые гласные, и мягкие гласные. Это все связано с тем, что это не татарский счет, то есть это было взято из другого языка, поэтому тут закон читать не умел, считать умел, да, отлично. Вот, это все связано с тем, что это слова из другого языка, понятно, да? Ага. Да, там, кстати, в узбекском и сейчас скажу, как называется, в азербайджанском у них, если я не ошибаюсь, тугас говорится как тукас. Просто был такой смешной случай. Я работала первый год в школе, у меня были первоклассники. И у меня в классе были азербайджанцы, мальчик и девочка. И вот мы тоже проходили счет. Целый урок я мучилась, он все не понимал. Вот этот мальчик вот прям
грубо говоря, весь потел уже. Я пыталась там объяснить ему то, что от 1 до 10, как произносится, произношение. А в конце он выдает: а папа, а я знаю, как по-азербайджански будет счет. У нас хотите, я вам посчитаю? Я говорю, давай, ну мне же интересно. И как он начал там считать? Берике, эш, дёрт, биш, алта, джиде, сигис, тукас, он. Ну, то есть то же самое. Вот такой смешной случай был. Ага, да, похоже. Да-да-да, потому что мы все относимся к одной тюркской языковой семье, поэтому я сейчас не могу вам точно сказать, из какого именно языка это все произошло, потому что здесь все смешано уже, поэтому я могу немножечко ошибиться. Вот. Понятно, да, со счетом? То есть будьте повнимательнее. В принципе, счет у нас, я говорю же, логичный. Если вот эти десятки, единицы просто запомнить, то уже там смешивать их и говорить, то есть никакого труда не составит. Понятно, да? Вот, дальше поехали. Теперь попробуйте, давайте вот со второго, 16 яблок попробуйте, напишите, пожалуйста. Только уже, ну, письменно получается, ясно? Да. То есть 16 яблок как будет? И повторите про себя несколько раз. Я еще раз немножечко вам подскажу. 16, 19. Вот получается, вот это верхнее. Мгм. Да. Нет, я знаю, который татарский относится. Я говорю, числа откуда произошли. Вот это я не помню, если честно. 16 алма просто. Амир без бу. Ладно? Просто 16 алма. Все верно. 19 хлебов. Мгм. 16 алма, все верно. 16. Слитно пишем, ладно? 16. От 11 до 19 мы пишем этот. Да, слитно пишем, а потом уже раздельно. Угу. 19 пи. 4 окна. Как будет 4 окна? 19 пи. Да, все верно, здорово. 4 окна. 4 окна смотрят на меня. Дүрт тәрәзә. Әйе, дөрес. Дүрт тәрәзә. Искиткеч. 6 чайников. Сразу чайники ассоциируются с теми людьми, которые плохо водят машину. Например, я. Дүрт тәрәзә. Ага, 4 окна. Это будет дүрт тәрәзә. 6 чайников. Как будет? 6 чайников. 6 чайник. Чайник. Әйе, дөрес. Это слово, можно сказать, оно и не переводится, просто говорится с татарскими буквами. Чайник. И с татарским таким акцентом. Чайник. Видите, очень много слов просто говорите с татарским акцентом, с татарскими окончаниями, и вы будете отличным татарином. Так, хорошо. Так, алтычайник, хорошо. 18 подарков. Унсигис булек. Булек именно это отдел. А булек с татарской но во втором слоге это будет уже подарок, не путайте. То есть вы, например, получается, если булек написали Патырхан, то есть получается это 18 отделов. Видите, уже смысл меняет совсем. Где булек, а где булек. Где подарок, а где отдел. Да. 3 мальчика. 3 мальчика. Например, к нам в класс пришли 3 мальчика. Bizning классқа Эч малай келді. 11 отделов, да, все верно. 3 мальчика, Эч малай. Ага, и мектеп, все верно. 6 вкусных яблок. Как будет 6 вкусных яблок?
Ага. Ikki мектеп. Здорово. Такие активные, прям я кайфую. Серьезно, я кайфую. Время көңіліме бальзам. Как бальзам на душу. Алты тәмле, тәмле только, ладно? Тәмле алма. Сейчас Амир убежит, а то я еще к нему придираюсь, да? Амир, не обижайтесь на меня, пожалуйста. Так, 6 вкусных яблок, 6 тәмле алма, 9 больших озер. 9 зур көл. Так, 7 красивых девочек. 7 матур кыз. Ой, классно, молодцы. 6 алма тәмле. Да, все верно. Большинство из вас тугы зур көл. Ага. 7 матур кыз. Отлично, все справились. Здорово, молодцы. Просто надо быть чуть-чуть повнимательнее, да, и вы тоже, в принципе, все знаете. Здорово. Молодцы. Так, это самопроверка. В принципе, у вас все правильно. Не в принципе, а 100%. Так, здорово. Дальше поехали. А сегодня мы пройдем очень такой своеобразный, интересный. Так, сейчас вернемся. Красивых это слово синоним. А вы знаете же то, что синоним это близкий по значению. Красивый это просто матур, а чибер это прекрасный больше, наверное, даже. Понятно? Так, все, дальше поехали. Если просто красивые, то это матур, а если прекрасный, прям небесной красоты, то это чибер. Можно еще гюзель. То есть это слова синонимы. Не стопроцентный перевод значения, но близкий, очень близко по значению. Так, сегодня мы с вами начнем изучение тартыгауазаном, согласные звуки, именно татарских. И мы сегодня остановимся на очень такой своеобразной, интересной буковке, на интересном звуке. Это звук «н». Читается сходно с русской «н», но в нос. Звук идентичен звуку при чтении инго окончания в английском языке donk, going и так далее. При произношении звук язык неба не касается. То есть получается звук исходит прямо из глотки, как вы вам объяснить? То есть язык остается на месте, у вас только гортань работает. То есть там остается маленькое расстояние, как будто вы, грубо говоря, тужитесь. Извините за выражение, но я по-другому никак не могу это объяснить. Попробуйте сказать, пожалуйста, потому что у многих не получается с первого раза. Напишите, пожалуйста, у кого получилось. Кто знаком с этим звуком? Попробуйте произнести. Наверное, там, кто у вас домашние рядом сидят, подумают, что с вами случилось не то. Почему вы ңакаете? Ага. Да, немножко как будто с примесью «г», но почти, короче, да? Вроде получается, все здорово. То есть он такой короткий и быстрый звук. Получается, в принципе, у вас даже немножко рот полуоткрыт и работает только гортань. И звук идет даже через нос больше. Понятно, да? Все, отлично, здорово. Ауазы белән яңа сүзләр. Например, киң – это широко. Мең – 1000. Миңа – мне. Сиңа – тебе. Аңа – ему, ей. Мин. Вот как раз-таки, смотрите, если у нас слово мин, не, да, в конце, это я, значит. А вот когда там в конце стоит мин, это родинка.
Соңғы. Соңғы. Последний. Или крайний. Син өзің. Ой, ты сам. Син аласың. Ты берешь. И получается, да, то есть мы не забываем то, что «н» – это третий носовой звук, и если слово заканчивается на «н», при формировании множественного числа добавляется окончание на «нер». Это мы уже говорили, как «м», «н» и «н». Понятно, да? Так, «кин», «мен», «минга», «синга», «анга», «мин», «сыңғы», «син өзің», «син аласың». Понятно, да? Хорошо. Так, давайте попробуем перевести. Какое красивое небо. Так, давайте ритме танца быстренько работаем. Времени мало остается, вы уже, наверное, устали немножечко. Так, какое красивое небо. Ребят, я хочу вам еще напомнить, то, что у нас уже сегодня 4-е занятие. Осталось всего 2 занятия базового курса, да, и я очень надеюсь, что мы с вами продолжим наше общение. Я как бы не намекаю, просто хочу попросить вас, поддержите наш проект, чтобы он развивался, чтобы мы обучали как можно больше много людей. Хорошо? На продолжающем курсе мы еще больше будем углубляться в изучение татарского языка, побольше практики еще будет. Так, какое красивое небо. Нинди матур кюк. Отлично. Какой красивый человек. Нинди матур кши. Айе, искиткеч. Какие красивые люди. Ага, то есть смотрите, красивый человек, красивые люди. В татарском языке просто добавляется окончание множественного числа. В русском языке же слово меняется, человек превращается во множественное число в люди. Тут просто добавляется окончание лер. Сюда. Кешелер. Хорошо? Да, нинди матур кешелер. Хорошо. Какое вкусное яблоко. Нинди маттемле. Какое вкусное яблоко. Нинди. Какие дни уроки проводят? Сегодня случайно попало. Так, ну обычно это так, вторник, среда, воскресенье. 19:00. Так. Нинди темле алма. Да. Какие вкусные яблоки. Нинди темле алмалар. Хорошо. Какая красивая страна. Нинди матур. Как будет страна? Страна моя огромная. Не за что, Наталка. Нинди матур иль. Да, все верно. Эльвира, вот у нас... Кстати, если вы, допустим, приобретете продолжающие курсы, вы потом сможете, просто приобретете один раз и можете бесконечно участвовать во всех потоках. Во всех платных, получается. Не нужно будет каждый раз платить. Там вообще небольшая сумма. Так, хорошо. Какие вкусные яблоки. Какая красивая страна. Все верно. Какие красивые страны. Как будет какие? Да, Ильер. Так, какие там праздники? Какие там праздники? Это вы о чем вообще, да, например? Нинди, анда, нинди, анда. Какие там праздники? Как переводим? Да, пока все верно. Какие там праздники? Какие там праздники в Татарстане, например? Анда нинди бейремнер. Все хорошо, отлично. Это яблоко какое? Бу, алма. Давайте. Это яблоко какое? Желтое, синее, красное, вкусное, круглое, квадратное. Бу, нинди, алма. Все верно. И эта страна какая? Бу. Ага. Анда нинди бейремнер. Эта страна какая? Бу.
il нинди. Бу иль нинди. Да. Или бу нинди иль. Бу иль нинди можно. Все верно, здорово. Справились. Так, хорошо. Так, давайте я сейчас вам прочитаю текст, и вы попробуйте ответить на вот эти вопросы, хорошо? Внимательно. Мене тау ул бик зур. Анда күлләр, урманнар күп. Алар нинди матур. Урманнар сары түгел. Анда алмалар бик күп, күлләр бик зур түгел. Анда су чиста. Бүген тауда отлар да күп, балар да күп. Биредә бәйләм. Теперь ответьте на вопрос. Тау нинди? Тау нинди? Просто ответ на вопрос на это напишите, пожалуйста. Тау нинди? Тау нинди? Тау нинди? Напишите, пожалуйста, ответ. Бу тау биг зур. Все верно, отлично. Так, анда нәрселер күп? Как ответите на вопрос? Анда нәрселер күп? Ага. Әйе. Мгм. Анда нәрселер күп? Как ответите на вопрос? Анда нәрселер күп? Анда нәрселер күп? Анда күлләр һәм күп. Все верно, отлично. Анда күлләр нинди? Анда күлләр нинди? Ае, искиткеч. Какие вы у меня молодцы, вообще здорово. Анда күлләр нинди? Так, вопрос. Там озера какие? Какие озера? Какие озера они? Анда күлләр бик зур түгел. Отлично, здорово. Так, хорошо. Бүген тауда кемнәр күп? Бүген тауда кемнәр күп? Әйдәгез татарча гына сөйләшеп карыйк әле. Бүген тауда кемнәр күп? Күлләр зур түгел, әйе. Анда күлләр нинди дигән сорауга җавап булды бу. Кент клёвый. Смотрите. Именно про кулер там предложение прям есть, то, что озера какие. Утлар, балар, күп. Да, отлично, здорово. И смотрите, последнее. Биреде нерсе. Биреде нерсе. Что здесь? Здесь что сегодня? Балар да күп, утлар да күп. Биреде нерсе? Биреде. Здесь что сейчас происходит на этой горе? Бейрем, да, все отлично, хорошо. Так, я сейчас еще раз вам быстренько прочитаю текст и переведу. Хотя вы уже сами справились. Мене тау убик зур. Вот гора, она очень большая. Анда кулер, урманар күп. Там очень много озер и лесов. Алар нинди матур. Они такие красивые. Урманар сары түгел. Леса не желтые. Анда алмалар бик күп. Там очень много яблок. Күлләр бик зур түгел. Озера-то не очень большие. Анда су чиста. Там вода чистая. Бүген тауда отлар да күп, балалар да күп. Сегодня на горе много огней и детей. То есть как и огней, так и детей. Биредә бәйрәм. Там праздник. То есть в данный момент там праздник.
Сраулар. Это вопросы. Таунинди, это значит гора какая. Вы ответили все правильно. То, что она очень большая. Анда нәрселер күп. То есть, что там, чего там много. Вот вы тоже правильно сказали, то, что там много озер и много лесов. Анда кулер нинди. Вопрос был, какие там озера, что они не такие большие. Бугын тавда кынар күп. Кого сегодня много на горе? То есть, как и детей, так и огней. И береда нәрсе. Что здесь происходит? Здесь происходит праздник. Так, это понятно, да? Хорошо, отлично. Так, молодцы. Теперь это домашнее задание. Волонтеры вам в группу скинут. Хорошо? Опять-таки выучить слова и словосочетания с этой буковкой «н». Это, которые мы на уроке сегодня проходили. Выучить числительные. Вот, от 1 до 19. Запомнить правила использования наречия формирования отрицательной формы при помощи частицы «тугель». Вы сегодня очень круто поработали, очень активно, и мне очень понравилось с вами работать. Так, я перехожу на обычный режим, то вы меня видели. Вот она я. Так, барыгызга да бик зур рәхмәт. Бүген бу кичне минем белән үткәргәнегез өчен. Бу безнең өчен бик җаваплы эш һәм безгә сезнең белән эшләү бик тә ошый. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Безгә вакытыгызны әрәм итү дип дөрес түгел инде ул. То есть вакытыгызны бүләк иткәнегез өчен. То есть за то, что вы подарили нам свое время. И надеюсь, что мы в дальнейшем тоже продолжим с вами общение. Так, поток телефона. Мгм. Хорошо. Да, сегодня у Диночки у нас же телефон, к сожалению, сломался, поэтому так вот получилось то, что трансляция не все увидели, в рассылку по группу не до конца сделали. Вот. Но это уж временные трудности. Мне кажется, мы не расстраиваемся, мы идем вперед. Вот. И барыгызга да тагын бер кат рәхмәт әйтәсем килә. Алда да безнең белән шулай итеп бергә дәресләр алып барырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. То есть я надеюсь, что дальнейшие уроки тоже мы будем проводить вместе, и такой даже побольше, наверное, компании. Я на это. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Мин сезгә барыгызга да уңышлы көннәр телим. Иртәгә башланасы атнагыз бик яхшы үтсен. Я вам желаю всем отличного вечера и будущей недели, чтобы у вас прошла на отлично. По рассылке отправим, когда будет следующий урок. Хәбәр итәрбез, яме? Тагын бер Тагын бер тапкыр бик зур рәхмәт барыгызга да. Без сезне бик күрергә бик шат. Дусларыгызга әйтегез, бергә укыйбыз, әйдәгез бергәләп татар телен өйрәник. Һәм саклап калыйк. Сау булыгыз.